Экранчик, экранчик. О. Здорово. Здорово, ребята, здорово. Привет, Серега. Как твои дела? Здорово всем. Сергей, нас нормально? Ну хорошо, что нормально. Когда замутим нашу тему? Вопросик. Тересчет. Как думаешь? Вопрос Сергею. Серега. О, пишет долго. Хорошо, хорошо. Ну вот с заказами чуть оторвусь. Потом созвонимся. Хорошо. Итак, друзья, у нас после утреннего эфира стало 20 участников. Некоторые привели по 8, некоторые по 5. А большинство по одному. Вот. Осталось 1,5 недели где-то. Я сегодня репортнул в личку с тем контактом, который у меня есть на телефоне. Будьте добры, репортните, подкиньте своих. Вот. Я сегодня заковал, надо сказать, пробную версию. Так, РВЛ 34. Первые ощущения какие? Red. Хорошие. Сталь ведет себя нормально, прикладисто. И результаты будут завтра. Завтра полдня нету света. К сожалению, ремонтные работы. Вот поэтому у меня есть часик. Поговорим, поболтаем. Вот. Дякую. Мне сега. И немножко сегодня будет иная тема. А тема пойдет разговор, вернее, споры пойдет не по сталю, не по делу, а про жизнь. Сразу вас спрошу, вы верите в жизнь после жизни? Отвечайте. Никто не верит? Да, если к слову, сегодня я прикупил на те, как говорится, выставочную выручку некоторые часть железки.
И утвердил сегодня проект своей кузни. Она будет 12×6, двух. Да, интересный вопрос. Двухэтажный, двухуровневый и второй этаж мансардный. Ну, там жилой сектор, как бы. Почему спрашиваю, верите, не верите? Знаете, мы живем в середине мире, в этом мире, и мы только начинаем жить. Только начинаем. Почему? Мы рождаемся, учимся, работаем, женимся. Ну что там? Каждый мужчина должен родить сына, посадить дерево, построить дом и так далее. Правильно? И вот один мой очень хороший знакомый, ныне покойник, ветеран Чеченской войны, задал как-то раз, когда молодость еще было, лет так 20 назад, задал вопрос. Ты знаешь, для чего ты живешь? Ну, как бы вопрос банальный вроде. Знаешь, для чего ты живешь? Предназначение какое у тебя? Ты должен делать это, ты должен это то. Ты обязан ли это делать и так далее. Мы там не глухо посидели просто. Вдруг такой разговор пошел. А я с детства думаю себе, действительно, для чего мы тут? Ну, мои зрители в основном от 25 до 60 лет смотрят мой канал. Так что уже, надо говорить, люди зрелые, у всех голова на плечах. Вот. Потом прозвучал второй вопрос. Почему ты каждое утро открываешь свои глаза? Почему? Ну как так? Проснулся, неважно во сколько, проснулся, открыл глаза и дальше пошел учиться, работать и так далее. Такие вопросы не мучают. Это мы знаем, действительно, правда, и вы тоже знаете, что ходят тут всякие сатана, там, дьявол, там, и знаем каждое слово обращения славянской национальности, Боже мой, и так далее, и так далее. То есть мы знаем, что есть Всевышний. Тут спора нет. Ну, как бы он существует, но самое главное, в нужный момент все равно мы обращаемся к кому-то, чему-то. А вообще-то в серединном мире мы только начинаем жить. И после ухода человека, то есть смерти от середины, то есть от нашей времени, мы перемещаемся в другое измерение. А почему человек умирает, неважно в возрасте, молодой, неважно каким образом? Почему? Говорят, судьба такая, что-то такое, предназначение, сверху там чаша заполнилась и так далее. Вообще-то там зовут наши предки. Вот и все. То есть они смотрят, неважно сверху, снизу, но все-таки смотрят и просто говорят, этого человека надо забрать, все уже, нужен он тут, уходит.
нужен этот, давай этот. Вот и все. Ну, почему есть другое измерение? Ну, есть доказательства. Некоторые люди, ну, была когда-то в студенческие годы, прочитал одну книжку, называется «Жизнь после жизни». И там говорится, молодец, там говорится, один ученый там провел около 1000 операций, специально доводил до комы и обратно вернул. И у всех спрашивал, ну что там, ну что там. 99% говорили только об одном. Там туннель, свет, я лечу туда, мне очень хорошо, там и так далее, а потом обратно проснулся и все. Но это как бы сон, говорит, и так далее. 99% из 1000 опытов. Это большой результат. Ну вот мой чеченский друг говорит, ну, те, которые воевали, ну, просто в народе говорят чеченский и все. Ну, жизнь, политика, работа, суета, а-ля, тополя. И он говорит, надо жить как последний день. Я думал, что праздновать, гулять, что там подарить, там, короче, вот так себя вести, и завтра я умираю, значит, да, и так далее, и так далее. Он говорит, нет, чем больше добра делаешь, на добро именно людям, чужим, незнакомым даже, тем больше у тебя будет легче лететь, говорит. А куда лететь? Ну, после жизни там полетишь, и у тебя там много груза, много грехов нет у тебя, значит, будешь как перышко порхать, говорит. Сейчас так, ну, интересно, так, молчу, сижу. Видавшие очень много смертей люди, особенно ветераны, они вместе ходят со смертью и испытывают такое, что обычному человеку не понять и не поймет. Вот. Это нечем доказать и не надо доказать. Просто каждый, это лично мое мнение, ребят. Каждый человек мужского пола, именно мужского, я про женщин молчу, там совсем другой базар. Лучше молчать. Каждый мужчина глава, правильно? Если он семьянин. Если он холостой, базара нет. Но все-таки глава. Он решает, налево пойдем, направо пойдем, на машине, пешком. Он решает. И тем решением принимает к себе всю ответственность. Вот. Каково его будет решение, таким будет и, как говорится, результат. Правильно? Вот. А если этот глава семьи, ну, скажем так, президент компании, президент государства маленького, жена, дети и так далее, ему стукнуло 66. Вот. Мне 66. Все суета, а вдруг стукнуло 66. Сидит, думает. Человек не молодой, здоровье уже не то, все вспоминает былые времена и так далее. Но все-таки человек не старый, а очень хороший, зрелый. До пенсии, как говорится, далеко. Вот. И он начинает вспоминать то, что прошел, то, что сзади оставил. Кого там послал, кого-то там поругал, кого-то нечаянно
нарочно или специально какие-то гадости и так далее сделал. И он начинает понимать смыслы. То есть надо было делать так, чтобы достичь такого результата. Не надо было делать так, чтобы этого не было. Вот, начинает думать. Но в данный момент он хочет помочь, чтобы решить эту проблему, но она уже глубоко-глубоко, далеко-далеко, даже неизвестно, куда там корни подевались. Ну, по молодости там что-то натворил, говорит, там что-то сделал. И всем советует, не надо, ребята, так делать. Лучше не надо, лучше держаться так, держаться. Почему? Потому что он уже прошел через это. Он знает, что такое это. Что такое хорошо и плохо. Уже человек седой понимает, что да как надо делать. И то же самое, тело человека стареет, душа нет. Душа остается. Вот, и, ну, если так прямо говорить в лоб, ну, сегодня тема такая, человеку 18, выходит из дому, студенты и так далее, ну, как мотылек. Что интересно, все светится, туда-сюда, туда-сюда. А вдруг 24, кто-то поженился, на свадьбу зовут, кто-то поженился, у кого-то дети, сын, у кого-то. Думай себе, не пора ли и мне, не пора ли и как, а как это, думает, завидует молча, ходит себе один. И вдруг встречает ту самую. Свадьба, ля-тополя и так далее. И ходят девочки и мальчики, как юноши. Потом ребенок. Но это в лучшем случае. Мы будем рассматривать только лучшие стороны, позитивные. Вот. Был мужчина, говорят, пацаны свои холостые. Эй, хороший парень был, говорят. Сейчас поженился, уже все. Подкаблучником стал и так далее. Есть такое, ребята, спору нет, такое есть. Потом думает всегда мужчина. Все говорят, женщина это шея, голова это мужчина. Ну вот и голова и думает. Вот туда свернул, это шея. Но все-таки и туда, и сюда думает голова. Туда идти, нет, сюда идти. Решает он, то есть мужчина. Вот, и тут начинается действительно конкретный карусель. Все вокруг гуляет и так далее. Разные испытания. И хорошее, и плохое. Там ссоры семейные и так далее. И после женитьбы, свадьбы, после гуляний, спустя через 7 лет, надо уточнить, до 7 лет, нежелательная пара распадается. Здорово. Возникает вопрос обычный. Почему? И левая сторона, и правая сторона говорит, ну, он такой, пьющий и так далее. Она говорит, он говорит, она не готовит и так далее. Гулящая там и так далее. Возникает второй вопрос. А почему ты такую нашел? У тебя же был выбор. А он думает, ну, она была такая, чем другие, она. Ладно, коли ты выбрал, почему довел до такого состояния, чтобы разводиться, разрушить семью?
Не надо тут искать виноватых. Обе виноваты и все. Но все-таки решение принимает мужчина. Ребенка возьмет жена. Это точно. И по закону и так далее. В сторону отца 30%, 70% в сторону матери. Ну вот. Твоя жена ушла с 2 детьми. Просто в народе полуприцепом. И этот полуприцеп кто возьмет замуж? Тяжелый вопрос. Вместе этого полуприцепа ты бы сделал еще полуприцеп, парочку, и жили бы себе спокойно. Дом построили, машинку, гуляли, рыбачили бы. Вместо этого что? Ты один гордый такой, в шляпе там, я не знаю. Я уже все, мое сердце разбито. Она такая была, а я ни в чем не виноват. Утром яичница, днем яичница, вечером омлет или доширак. Она не умеет, вот поэтому я развелся. Ну, молодец. А нельзя ли было заранее знать, кого ты берешь? Это очень простой вопрос на самом деле. Ну вот, семья распалась, обе ушли, куда попало. В результате, допустим, сын и дочь. Сын без отца растет. Не знает, что такое отцовская любовь. Не знает, что такое ремень. Знает маму свою. Продавец где-то работает, уборщицей, бухгалтером, я не знаю, президентом компании. Но все-таки большой половины такой высокой, здоровой, толстой, надежной скалы нет рядом. Нет. И то же самое чувствует дочь. А тем не менее ты мачо, гуляешь там. Это тоже, не знаю. Мое сердце разбито, одинокий волк. Через лет 10-15 этот волк, если на правильную полосу не наступит, возле магазина того же сидит на полочке с шапочкой в грязном виде. Вот так. А потом сыну станет 20, после армии придет, специально пойдет на ВДВ, придет. Ну где, батя, ты? Нафиг ты нас бросил? И лос. Ну, отвечай, отец сыну. Так что, дорогие мои, все зависит от мужчин. Да, женщина это дело другое. Она смотрит все равно в сторону детей. Она родила. Вот. Если что, виноваты не все. Может быть, отец может быть виноватым. Но в большинстве случаев дети никогда не будут виноватыми. Это точно. За ребенка и горячую избу и так далее, и так далее. Ну, да, и если повезет, женой, то и за мужика. Все зависит только от нас. И какое поколение, какое род мы оставим тут, не знаю, лысый, не лысый, большой, но главное, чтобы голова была на плечах. Для того и существуем мы, мужики. Мы должны делать детей, именно мы. Не лениться, а конкретно не туда-сюда бегать не надо за каждой красивой юбочкой. И мы решаем,
Во-первых, мы берем замуж ту самую, а не она насильно меня берет. Нет, это у всей национальности так. Мы решаем. Это привилегия оттуда. Ну, влюбился, да. Красивая, да. Та самая. Ну, говорят, ну и так далее. Ты должен от кончика волос до пяток изучить. Во-первых, она должна родить здорового ребенка, здоровое потомство. И это потомство должно пожениться в чем-то после общения с мужчиной. Пожениться и родить ей внуков. Внучат много, как мой кавказский друг говорит всегда. Вот так, красиво. Это наша обязанность, ребята. Вот и добытчик, копытчик и так далее. Это мужчина. Диванные войска тоже мужчина. Вся ответственность только на нас. И в конце концов мы решаем. Мужчины. Какая власть? Но мало тут президентов на земле женского рода. В основном мужчины. Надо гордиться этим. Надо... Уже советую, уже, да? Ну вот, преодолели 7 лет совместной жизни. Молодцы. Построили домик. Прикупили себе там, я не знаю, трактор, машину. И тут ребята уже из-под стола уже вырастают. Независимо, дочь или сын. И у них вместо мозгов жидкость. Наш основной враг — это интернет. Все, наверное, согласятся сейчас. Это YouTube, интернет. Это неизвестные такие-то квадратики по телеку. Вот. Это все губит. И у них в голове одна каша. Не понимает. Как говорится, мать это будни, а отец это праздник. Это действительно так. Но если мужчина берет всю семью на природу, шашлыки, машлыки, это остается навсегда. Вот до сих пор моя рычит, ждет меня. А я сказал через час, значит через час. Очень просто. Что нужно для этого? Мужчина должен доход привести. Все говорят, не могу, как это? Я даже однажды то же самое почувствовал. Мне говорил один очень большой человек, если мужчина не приносит дома именно семейный бюджет, деньги, то это не мужчина, сказал. Я так рассердился, хотел ударить, но как-то уважаемый человек. Я так и не понял, что он хотел сказать. А потом понял. И полностью соглашусь. Если мужик домой деньги не приносит, это не мужик. Это действительно так. Почему? Потому что ты глава, ты руководитель. И какие внуки у тебя пойдут, какие дети у тебя вырастут, тут будешь виноват именно мужчина. Мать это мать. Мать это всегда будет матерью. Она всегда будет им, то есть вашим детям больно потерять матери.
Некоторые уже почувствовали, что такое мать, когда потеряешь свою мать. Половины сердца нету, умирает. Как мы жили без матери, не понимаю. Не поймете. Поймут только те, которые уже почувствовали это. Вот. А отец это отец. Вон стоит дерево большое. Вот и все. Стоя им помер. Мужик, все. Ну, на мой взгляд, просто так. А потом как пойдет время, как умрешь со старости, да, старых хрыч и так далее. И каждый четвертым словом будет вспоминать тебя. После матери. Мать, да? А отец это боец. Да, был отец. Да, есть отец. И так далее. Батя это батя. Батя это когда ремень. Батя это когда такие глаза, что сквозь до пяток смотрит. Буквально. Такой взгляд вечный. Батя сказал закон и соблюдает этот закон, и на свои слова он отвечает, он всегда будет батя. Больше ничего не надо ребенку. Хочет там коптер, хочет там, я не знаю, мелочи какие-нибудь. Будь мужиком, сделай. И подтверди, доказываешь, что ты мужчина. А не какая там полузащитник. 22 февраля. Мужик сказал, мужик сделал. Вот это грубо, но поймут все. Потому что все были детьми. Все через это прошли. А во время твоего детства отсутствует та или иная часть. Это очень плохо. И это зависит только от нас, мужиков. Действительно ли это так? Узнаем. Ну вот. Ребята стали на ноги, школу закончили, пошли студенты. В вашем возрасте приведут девочек, подружек. Здравствуйте, Антон. Например, познакомься, мать, отец, вот моя невестка или девушка, подруга там привезут. Кто такая, откуда, никто не спросит. Спросит сразу, у нас у якутов это точно спросит именно, кто твои родители. Дед, бабушка, фамилия, откуда родом и кто такие твои родители. Это будет прозвучать первый вопрос. Вторым вопросом будет, чем занимаются твои родители. Не, мой отец диванные войска, моя мать продавщица. Понятно уже, какая семья. И после этого ты еще ждешь от этой красавицы, кавычки, своих внуков с такими мозгами, таким геном. Вопрос жесткий. Уже тут выбор не твой, а именно твоего вот такого маленького человека. Вырос вот такой, и он не будет слушать тебя. Он уже решил себе, и все эти муки предстоят только ему. Ты не будешь мешать им свечкой держать. Вот что, не знаю, пока это у меня лично для меня предстоит, но я лично такого не хочу. Я с малых лет, как сидят на столе, разговор, ну, семья встречается ужину. Завтракаем а-ля тополя, обедаю один или с женой, все в школе.
После школы приходят только на ужин. Какие оценки? Тройка, четверка, пятерка и так далее. Как прошел день и так далее, и так далее. Третьим вопросом идет у меня лично. Ну что за профессию выбрали? А мой 7-й уже, младшему 5-й. Кем хочешь стать? Желания меняются. Были космонавтом, стали летчиком. Были охотоведом, стали полицией. Сравнительно где-то там гуляет. 4-м вопросом стоит такой. Давайте, помойте посуду. Мать отдыхает. Батя работает. Приходим, смотрим эффект. За завтраком. Как чисто, не чисто. Почему так? Попробуй, только попробуй привести такую женщину ко мне домой. Выгоню обеих. Не только я говорю, но и мать. То есть по сознательному уровне не надо так делать. С малого возраста. И они по сознательному уровню ищут уже потенциальную невесту. Эта девушка похожа, да, это такая, уже понимает что-то. Уже нашел, она моя. Такого нету. Не должно быть. И это входит только от нас, от мужчин. Мы требуем такое. А если не требуешь, ну, как говорится, левую руку поднял, выше, еще выше и опускай. Хер с ней. Такого нет, ребят. Не должно быть. Вам того же совета, ребят. Если вы молодой человек, у вас только дети вырастают, надо по сознательному уровне сказать всего 3 предложения. Кем хочешь стать? Эта профессия должна привести много денег, чтобы помочь кому? Родителям. Вот. Для этого кто нужна? Жена. Жена какая? Здоровая. Сколько сыновей и дочек? Столько-то, столько-то. Уже должны понимать, сколько они хотят детей. А я хочу иметь внуков. То есть тесное словесное общение каждый день, не ленясь, зависит, завожу я, сам отец. Отец семьи, президент государства. Того и вам советую, ребята. Все. На охоту вместе уходим, рыбачим, чисто мужской. Дома никто не матерится. В выходные и после обеда телефон отбираю. Wi-Fi только у нас, больше ни у кого. У родителей, то есть имеется в виду. Никто не отвлекается, делает домашнее задание. Ноги, зубчики почистили, умывались. 9:00 спать, 6 утра подъем. Уже автоматически не знают. Уже спускаются со 2-го этажа, чайник включают, готовят завтрак, едят. Для чего это все делается? Чтобы быть свободным. Нам, родителям. Мы не можем за них автоматом бегать в армии. Правильно? За них не можем решать. Мы можем только посоветовать. И это надо делать с раннего возраста. Ну, что тут такого большого, такого экшена нету. Это просто так. Обычное дело. Ну вот, вырастили дети, поженились, свадьба, внучки, внуки. Ура, ура. А этой седины уже не будет. Будет как лоб такой лысый. Старенький, вонючий дедушка. Опять дедушка пришел.
буду самым, наверное, плохим дедом, строгим таким, нежелательным дедом, наверное. Ну вот, зато результат есть. Ну, после этого уже человек думает, да, не зря я прожил эту жизнь, да, всякое было, да, но мой род продолжается. От этого я успокоюсь, да и вы. Не важно, там трехэтажный домик, крузак, не крузак, это не важно. Самое главное свои, собственные. Когда был молодым, выбрал ту самую, искал, а я 25 лет искал, нашел. О. Вот, воюем каждый день. Так, наискосок. Маленький. Говорят, после 50 лет проживаний, замужества, уже никто не говорит. Глазами разговаривают, говорят. Взглядами. Наверное. Но это уже начинается полное чувство, что ты пришел в этом мире не просто. Не так и сяк. А не просто. Я уже кое-что сделал. Я уже сделаю это. Я уже пробовал такое. Какие-то выводы могу сделать. Какие-то это. Помер человек. Пышные, не пышные похороны. И тут ты смотришь сам на себя и говоришь, слышишь все, что кто говорит. Вот гад, вот какой гад, вот такой гад. Ну, молодец, пришел. Вот. На похоронах имеется в виду. Смотришь, ну все, пошли туда. Ладно, пойдем. Все, приходишь через 40 дней, иной мир. Сколько грехов, столько и побед. Весы распределять. Победила светлая, улетаешь. Победила низкая, жарит тебя навеки вечной. Вот. Пожалуйста, воруй, обманывай людей, грабь, я не знаю, плохое дела делай. Добро пожаловать. Лучшие крутые пацаны заберут очень быстро, независимо. Сразу. Тут сомнений нету. Независимо, кто ты. Президент, врач, целитель, кузнец. Ничего такого нету для них. Просто время пришло. На весы. Крутой, иди. Что-то сделал не то, извини. Там на виллах ребята встречают. А, с собакой вон идет. Ща! На тебе. И варят в большом котле человеческим жиром. Навеки вечные. Это очень долгое время. Я бы точно не хотел оказаться там. Того и вам советую, ребята. Вот так вот, ребята. Ну вот. Человек просыпается в другом мире, смотрит. Да то же самое, ё-моё. Те же дороги, те же дома. Там нету такого золотого, изумрудного, бриллиантового. Нету. Жизнь как жизнь. Те, которые ушли раньше нас, все там. О, здорово, пришел наконец-то. Здорово. Ну как там было-то? Рассказывай, как мои-то там. Ну, нормально говорят, так говорят. Ну давай иди там, распоряжайся там. Администрация там, иди. Тебя назначит. Ну пойдешь туда. Ну, пришел наконец. Ждали. Говорят, какой-то таким-то делом. Молодец. Ну давай продолжай в этом мире. На, держи.
Вот и все. А там уже куда правят, туда правят, это уже не в наших силах этого сделать. Один минус: у них нет доступа на серединный мир. У них они зарабатывают, то есть с того света зарабатывают за лучшие такие достижения, приходят во сне, советуют, вот, помогают. Здорово, Баир. Поступила? Вот, смотрят, советуют, предупреждают о чем-то, о плохом. То есть заботиться о тебе они могут только избранные. Их единиц. После смерти моей матери я очень желал ее посмотреть во сне. Очень-очень. Ну, очень-очень-очень. Буквально 2-3 года. Каждую ночь, каждый день, когда ложусь спать, очень скучаю, до сих пор скучаю. И очень хотел смотреть, как она. И я очень тоже скучаю по своему родному брату, который воевал в Чечне, во второй кампании. Его я вообще не видел. Никогда ко мне не заглядывал во сне. А у них есть привилегия. Они воевали за правду. Вот. Тут спора нету, ребята. Но их видят маленькие дети. Они могут прийти в серединный мир, между нами ходить, мы не замечаем, маленькие малыши замечают. Здравствуй, здравствуй. Такой ситуации было, когда мои пацаны были маленькими. Они имеют право, но мы их не видим, не встречаемся. А мои родные сестры, братья видят, общаются как бы. Редко, да, но все-таки говорят, приснилась мать, приснился брат. А мне как-то такого нет. Как занялся таким делом, нет. Это связь отключили. Ну, как говорится, ребята, в конце сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Тут спора нет. Сам себя не обманешь, это уж точно. Выше себя можно перепрыгнуть, но лучше не надо. Так что надо жить каждый день, как последний раз. Надо радоваться, очень-очень радоваться от маленьких плюсиков. Именно имею в виду не только на работе, не только на улице, а просто так. Мой Иван Совет, живите счастливо, спокойно, открыто, делайте хорошие дела, не стесняйтесь. Если будут ругать, после тебя будут говорить о чем-то, а-ля-тополя, это их проблемы, не твои. Это их проблемы. Пускай что-нибудь говорят там, неважно. Самый главный результат – это твое настроение. Именно твое. Как известно, управляет кто? Мужчина. И ответственность только за нами. Как мы будем воспитать своих, такого и поколения мы тут оставим. Вот и все. Только начал, но пора уже помочь. Иначе, если я там не зайду, вообще
хоть и генерал, хоть и маршал, но будут ругать. Но это уже совсем другая история.